Как часто вы идете в магазин электроники или заказываете в интернете новый смартфон? Наверняка раз в год или два, а то и чаще, если материальное положение позволяет. Поэтому и производители смартфонов выпускают серьезное обновление своих устройств раз в 2 года. Полностью отказаться от выхода новых моделей на год они не могут, поэтому выпускают промежуточные устройства. Но долго ли это будет продолжаться? Что такое диффузия инноваций? В 1983 году социолог Эверетт Роджерс предложил свою модель описания диффузии инноваций, процесса распространения новых технологий среди широкого круга потребителей. В своем исследовании Роджерс использовал S-образную кривую диффузии инноваций, которая показывает зависимость распространения того или иного продукта от индивидуальной предрасположенности покупателей к восприятию инноваций. Для этого ученый выделил 5 групп потребителей: новаторы, ранние последователи, ранее большинство, позднее большинство и опоздавшие. Идея заключается в том, что благодаря различным контактам между потребителями распространение продукта происходит максимально быстро. Сначала группа новаторов, 2,5% населения, начинает продвигать ту или иную технологию, подключая к процессу ранних последователей, 13,5%. Спустя некоторое время инновацию признают раннее большинство, 34%, и позднее большинство, 34%. В конце концов, так называемые опоздавшие, проще говоря, консерваторы, 16% населения, тоже меняют свое отношение к новинке и начинают ею пользоваться. Что станет с рынком смартфонов? Если сопоставить модель Роджерса с современным рынком смартфонов, можно сделать важное открытие. Удивительно, но рынок мобильных телефонов не только полностью подчиняется предложенной в 1983 году схеме, но и сейчас находится на стадии внедрения в группу консерваторы. В США степень распространения смартфонов уже составляет выше 80%. Аналогичная ситуация наблюдается на 5 крупнейших европейских рынках смартфонов. В случае, если потребители будут адаптироваться с такой же скоростью, в 2020 году рынки смартфонов столкнутся с замедлением роста распространения новых технологий за счет сокращения тех самых опоздавших. А уже к 2025 году произойдет перенасыщение рынка или 100% распространение смартфонов. Что касается распространения отдельных платформ, то здесь все еще интереснее. Безусловными лидерами на данный момент являются iOS и Android, а среди аутсайдеров замечены Microsoft и Nokia. Эксперты еще могут спрогнозировать ситуацию на рынке смартфонов, однако предсказать поведение технологической корпорации они не в силах. Современные ит-гиганты стали слишком уж непредсказуемыми. Никто не будет покупать новые телефоны. Благодаря сопоставлению современных данных с моделью Роджерса можно проследить, каким образом анонс того или иного продукта влияет на общий уровень адаптации потребителей. Вы наверняка и сами замечали, что раньше покупка нового телефона давала некий вау-эффект, вы испытывали другие эмоции. Сейчас производители максимум меняют количество мегапикселей и название процессора, но нет такого, как с кнопочными телефонами, другая форма, клавиатура и так далее. Отсюда и отсутствие интереса и эмоций, да и просто нет ощущения, что это что-то новое. С этим соглашается владелец медиагруппы i10.ru Михаил Королев. Зачастую люди просто говорят: у меня iPhone и все. У меня был iPhone XS, а сейчас пользуюсь iPhone 7 и как-то не ощущаю особой разницы. Да, фотографии в темноте хуже, но не более. Лучше в путешествие поехать на разницу в цене. Что будет после перенасыщения рынка? Полагаю, производители смартфонов больше не станут переманивать клиентов своих конкурентов, а сфокусируются на собственных потребителях. А возможно, мы перестанем гоняться за трендами и станем обновлять свои смартфоны гораздо реже. Та же Apple уже действует по этой тактике, и она приносит компании хорошие результаты. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив.